Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе подвели итог работы за 5 месяцев коллегия МВД Абхазии. Нашли в подъезде в одном из домов Агудзера. Обнаружен новорожденный, сейчас жизнь ребенка вне опасности. Главное – спасение жизни человека. В День медицинского работника в Скворчале чествовали врачей. На коллегии Министерства внутренних дел Абхазии подводили итоги работы за 5 месяцев и 15 дней текущего года. В работе коллегии приняли участие президент страны Рауль Хаджимба, секретарь Совета безопасности Мухаммад Килба, глава администрации президента Беслан Барцец. Вел совещание министр внутренних дел Леонид Запшба. На коллегии с отчетом о проделанной работе выступили главы городских и районных отделов милиции, начальники контрольно-пропускных пунктов милиции. Репортаж Беллы Кварча. Первым об итогах своей работы отчиталась Гагарская РОВД. Согласно статистике, приведенной его начальником Астамуром Хагуш, в районе за 5 месяцев и 15 дней этого года было совершено 52 преступления, 44 из которых раскрыты. Он также отметил, что в районе уменьшилось количество преступлений в отношении отдыхающих, на 21 меньше в сравнении с прошлым годом. Астамур Хагуш также сообщил об ежедневных профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками отдела по предотвращению преступлений по трассе Бзып-Псоу. Ряд жестких вопросов о работе отдела задал президент Рауль Хаджимба, в частности, по делу о пропавших деньгах Сбербанка и качестве работы участковых милиционеров. Вы мне все обещали одно преступление раскрыть. Оно уже так устарело давно с бородой. По поводу пропавших денег с Сбербанка. Все мне утверждали, что знают практически всех людей, имеющих к этому отношение. Мы так и до сих пор не увидели завершенное действие по аресту этих людей. Или они у вас, как говорится, отправлены в дальние лагеря на отдых, или они здесь у вас под носом ходят. Вы их знаете? В Галском РОВД раскрыли 19 преступлений против 25 совершенных. Эта цифра, кстати, вызвала сомнения у министра Леонида Запшба в плане реальности картины количества правонарушений в районе. Начальник УВД по городу Сухум Родик Базба сообщил, что из всех зарегистрированных преступлений 40 сотрудники городдела раскрыли, 20 не сумели. В их числе такие резонансные дела, как взрыв машины на площади Багапша, поджог авто экс-премьера Будпа, разбойное нападение на отдыхающего. В работе Гудаутского РОВД нераскрытыми остались дела по сносу исторического памятника архитектуры, поджог детского сада. Начальник Очимчирского РОВД Денис Цвижба сообщил, что под круглосуточную охрану взяты туристические объекты. В этой связи министр Дзябшба напомнил о необходимости обеспечить связью всех сотрудников различных отделов МВД. В Гульрипше было совершено 19 преступлений, из них 17 раскрыто. В прошлом году, соответственно, было 25 на 19. В числе нераскрытых похищение гражданина Кучуберия, а также убийство в СИЗО. Из последнего раскрытого определена личность матери подброшенного ребенка. В отделении РОВД Сухумского района остро стоит нехватка транспорта. 3 вместо прежних 8. Министр обещал машину только к середине лета. Подвел итоги работы МВД за отчетный период замминистра внутренних дел. Он отметил, что хотя показатели отмечают рост раскрываемости по всем видам преступлений, в МВД не обольщаются. Министр внутренних дел Леонид Запшба в своем выступлении сделал акценты на проблеме регистрации преступлений, обмена паспортов перед референдумом. Секретарь Сальбеза Мухаммед Килба также обратился к руководителям паспортно-визовой службы и РУВД Галского района с тем, чтобы у граждан там проживающих были все возможности решать свои бытовые проблемы. Работу коллегии завершило выступление президента Рауля Хаджимба. Он отметил успехи в работе МВД, но в то же время обратил внимание и на проблемы. В частности, также затронул вопросы регистрации преступлений, агентурной работы, деятельности ГАИ. Просил бы, и это было мое личное указание, вот едут значительное количество автотранспортных средств с территории Российской Федерации. Перестаньте проверять машины. Если нет на то оснований, не только российские, но и абхазские машины. Если нет оснований останавливать машины, если он что-то не нарушил, за что вы их дергаете, за что вы их терзаете? Или просто проверка. Если какая-то ситуация с побегом, с какими-то там, действительно необходимыми оперативными действиями, тогда есть возможность сплошной проверки. Но едут люди, я видел это сам своими глазами, не единожды. Я даю соответствующие указания, все равно эти указания не выполняются. Я понимаю, что ГАИ должно работать, но не в каждом кусте они должны стоять. Хватит уже этим заниматься. Президент коснулся и задач МВД в свете готовящегося референдума. Я хотел бы, чтобы вы все поняли, что задача МВД
обеспечить соответствующий порядок при проведении этого референдума. Никаких других задач никто вам не ставит и не может поставить. У каждого нашего гражданина, в том числе и у вас, кто носит форму, есть право принять участие в этом процессе и определиться за ту или иную позицию. Или вообще не прийти. Это ваше дело. Я никого насильно на эти мероприятия не собираюсь выводить. И не собираюсь никому потворствовать в том, чтобы этот процесс таким образом шел, как предлагают некоторые. Они говорят о том, что власть нарушает. А где, каким образом расписано, в каких законах, что можно создавать штабы по референдуму? Интересно мне знать, на каком основании все это делается. Ну и по вопросам, которые сейчас очень активно муссируются в интернет-сообществе, в средствах массовой информации по поводу высказываний министра, то хочу заметить сразу, что и с той, и с этой стороны никому не стоит накалять обстановку. Право на проведение референдума дано, и искать поводы и причины для того, чтобы сломать его, я никому не позволю уже. Референдум будет, и будет он проведен. А там как сложится. В завершение глава государства призвал сотрудников правоохранительных органов активнее включаться в работу по предотвращению и раскрытию преступлений, отметив, что чистота работы МВД – показатель состояния всего общества. Была Кварча, Беслан Джинджоля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В Риме открылся первый зарубежный Абхазский институт культуры имени Дмитрия Гулия. Главной целью Абхазского института культуры является популяризация культуры, искусства, истории и традиций абхазского народа за рубежом. После церемонии открытия института состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Чирикба и инаугурация офиса Ассоциации Европа-Абхазия. Еще одним ярким событием дня стала презентация первого номера ежеквартальной газеты «Абхазия сегодня», которая будет издаваться на 4 языках – абхазском, русском, итальянском и английском. В мероприятии участвовали представители дипломатического корпуса России и Венесуэлы, аккредитованные в Итальянской республике и Ватикане, представители общественности и научных кругов Италии. Ежегодно в 3-е воскресенье июня по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. День медика масштабно отмечается в России и ряде других стран. Исключением не стала и наша республика. В Кварчале накануне чествовали врачей, которые своим трудом ежедневно доказывают, что спасение жизни человека возможно в любых условиях. О героизме ткварчальских врачей сказано и написано немало. Во время войны они оперировали раненых даже под бомбежками, без электричества, ведь каждая минута была дорога. Один из них, Надар Миндиашвили, хирург Ткварчалской районной больницы с 20-летним стажем. Немало жизней он спас за эти годы. Я работаю в Ткварчальской ЦРБ с 1975 года. Работаю хирургом. Начал работать хирургом в Шахтерской больнице, Акармарах, медсанчасть называлась раньше, где семьям шахтеров и шахтерам оказывалась помощь, хирургическая помощь и помощь по всем специальностям. А больница была знаменитая. Само здание, архитектура была очень красивая. В Советском Союзе редко таких зданий бывает. Во время грузино-абхазской войны из-за нехватки анестезиологов Надару Миндиашвили пришлось освоить и эту специальность. Городскую больницу перепрофилировали в военный госпиталь. В связи с ситуацией военной напряженностью, обстрелами, базисным лечебным учреждением была Ткварчальская больница. С грустью вспоминает Надар Григорьевич непростые для абхазского народа годы, нехватку медперсонала, необходимых препаратов, лекарств. Именно в этой палате во время войны были проведены сложнейшие операции. Больница полностью была переведена на режим оказания срочной хирургической службы раненым. 5 марта 1993 года мы 40 больных в сутки приняли. 40 операций провели, и за сутки нам удалось справиться с огромным потоком раненых. Коллеги тепло отзываются о докторе. Надар Миндиашвили проводит сложнейшие операции, вновь и вновь доказывая своим примером, что для врача в любых условиях приоритетом остается спасение жизни пациента. Очень внимательный, делает очень тяжелые операции.
очень внимательно к больным относится. Профессия врача – одна из самых благородных и старейших в мире. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору. Современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение, но и на поддержание здоровья человека. На днях в подъезде одной из новостроек в поселке Агудзера был обнаружен новорожденный ребенок. Соседи незамедлительно повезли найденыша в больницу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Сария Смыр расскажет подробности. Этой малышке всего 3 дня от роду. Сейчас она находится в республиканском роддоме. Ее жизни ничего не угрожает. Несколько дней назад завернутая в полотенце новорожденная девочка была найдена в подъезде одного из многоквартирных домов в поселке Агудзера. Женщина, которая нашла и доставила новорожденную в лечебное учреждение, и сегодня не может скрыть дрожи в голосе. Встречались дети с женщиной, говорят, там ребенок на 5-м этаже плачет. Я, можно сказать, спала, можно сказать, босая голая, выбежала сюда. Я думала, закрыли, здесь ремонт, оказывается, выше делают. Прибежала, здесь комочек лежит, в полотенце завернутый и в клеенке. Я взяла ребенка, сейчас не пищит ребенок, ничего, я беру, повезла к соседу. Соседи все подняла, говорю, что делать, и побежали мы в милицию. Сосед сразу же согласился повезти в больницу, мы отвезли в больницу, все, оттуда уже мы в роддоме. В роддоме поехали в субботу, тоже поинтересоваться, нам не безразлично, тоже было как ребенок. Первую помощь малышке оказали в Агудзерском госпитале. И после того, как стало понятно, что ее жизнь вне опасности, девочку перевезли в республиканский роддом. Здесь ребенка принимали дежурные врачи. На данный момент девочке проводят полное обследование. Ребеночек недоношенный, родился раньше срока. Это девочка, вес 200. Так, на данный момент состояние ребеночка неплохое. Даже пуповина была не перевязана. Это просто счастье, что ребеночек не погиб от кровотечения. Он мог даже в такую теплую погоду все равно мог и переохладиться тоже. Дальше еще будет обследоваться, исходя из тех возможностей, что у нас есть, что можем, посмотрим. Прокуратура Гулрыбского района возбудила по факту уголовное дело. По предварительным данным, мать брошенного ребенка уже найдена. Ее оказалась жительница этого же дома. Обстоятельства и причины того, почему мать оставила своего ребенка, выясняются. В ходе проверки также удалось установить мать новорожденного ребенка. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери по статье 118 Уголовного кодекса, это оставление в опасности. Данное решение будет приниматься отделом дознания, так как это относится к их подследственности, отделом дознания УВД по Гулрыбскому району. По результатам проведенной проверки будет принято законное процессуальное решение. К сожалению, это не единичный случай, когда только родившегося ребенка оставляют на произвол судьбы. К счастью, жизнь этой девочки сейчас вне опасности. Есть надежда, что в скором будущем она попадет в семью, которая позаботится о ее будущем. Сария Смыр, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В Сухуми прошла пресс-конференция лидеров блока оппозиционных сил Абхазии и общественной организации «Киараз». Главная тема – референдум, до дня проведения которого осталось менее месяца. Представители блока оппозиционных сил считают, что референдум снимет противоречия в обществе и будет основой, с которой начнется процесс объединения народа. Волеизъявление народа. То есть путем референдума, посредством голосования народ имеет возможность показать властям свое отношение к ним или поставленному на референдум вопросу. Это признанная во всем мире демократическая форма. Представители оппозиции заверили, что если большинство граждан республики, пришедших на голосование, посчитают, что нынешний президент справляется со своими обязанностями и новые выборы не нужны, они признают итоги референдума. Есть возможность, есть шанс что-то изменить, и мы абсолютно убеждены в том, что если государство не будет оказывать давление, не будет пугать, если принцип проведения референдума, принцип свободы и свободного волеизъявления будет соблюден, люди придут, и мы получим тот результат, который будет справедливым. Мы являемся поколением уже взрослых людей, за нами идут более молодые люди. Я исхожу из того, что
наша государственность и впредь может столкнуться с серьезными проблемами, с разностью подходов. И мы должны показать путь правильный, путь законный. Я убежден в том, что если референдум состоится, ни одна из сторон не проиграет, выиграет наше общество и выиграет наша государственность. Обеспечить явку избирателей в интересах и самой власти, подчеркнули представители оппозиции. Так как, по их мнению, отвечая на вопросы целесообразности проведения досрочных выборов президента, гражданин продемонстрирует свое отношение к нынешнему курсу руководства страны. Президент выигрывает во время референдума тогда, когда явка обязательно происходит четко, и в этой явке большинство высказывается против досрочных выборов президента. Вот тогда президент будет знать свою политическую оценку от народа. Все остальное, во всех остальных случаях, это значит, что у президента нет поддержки населения. Сегодня у около 30 тысяч избирателей просроченные паспорта, сообщили представители оппозиции. Они выразили опасения, что за оставшееся время паспортно-визовые службы не успеют обменять паспорта. В этой связи Аслан Бжаня считает целесообразным разрешить голосование по просроченным паспортам. Необходимо, чтобы президент принял решение, в соответствии с которым наши граждане будут голосовать с теми паспортами, которые у них есть. Это будет законным, это будет соответствовать нормам нашей Конституции. В статье 2. В качестве примера хотел бы привести следующий. Любой из вас, если утратил паспорт сегодня, от этого он не перестал быть гражданином Абхазии. Вот эти вещи необходимо учесть. И тогда голосование будет справедливым. И тогда итоги голосования будут приняты. И тогда не будет ни в одной из сторон оснований для подачи жалобы и так далее. Один из лидеров блока оппозиционных сил Аслан Бжаня сообщил, что в каждом районе открыты общественные штабы. Дата референдума назначена, и, по его мнению, уже никто не имеет права агитировать против его проведения. Агитация может вестись только вокруг вопроса, вынесенного на референдум. Амра Амичба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Наша юная соотечественница, российская теннисистка Мина Аншба стала победительницей турнира первой категории ITF German Juniors 2016. В финале Аншба в упорной борьбе победила швейцарку Ребекку Масарову. Юная теннисистка Мина Аншба в 2013 году была первой ракеткой Европы. А Мине посчастливилось поработать с одним из лучших детских теннисных тренеров мира Ларисой Преображенской. Аншба с 12 лет играет за сборную России и с 15 лет выступает на престижных юниорских турнирах. Сегодня она тренируется в спортивной школе «Спартак» у тренера Евгении Куликовской, работавшей ранее с Ларисой Преображенской. В мировом рейтинге ITF до 18 лет после победы в Берлине Мина Аншба занимает престижное 9-е место. В Абхазии начинаются гастроли Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина. Татарские артисты привезли в Сухум 2 постановки. 22 июня на сцене Абхазского драматического театра будет показан спектакль «Родник любви», а на следующий день, 23 июня, спектакль хотелось бы увидеть. И в завершении выпуска, как всегда, о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 20-22, днем 30-32 градуса. Температура морской воды 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.